Это новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по пляжному футболу в первом матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира выиграла у Швейцарии со счетом 9-3. Соревнования проходят в Москве. В составе россиян хэт-триком отметился Алексей Макаров. По 2 результативных удара нанесли Юрий Крашенников, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный. На втором этапе россияне также сыграют со сборными Азербайджана и Испании. В следующем матче россияне встретятся с азербайджанскими футболистами. Встреча состоится 25 июля. Российские спортсмены не завоевали ни одной награды в 12-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Всего было разыграно 6 комплектов наград в хайдайвинге, заплывах на дистанции 50 метров брасом, 200 метров баттерфляем, 800 и 200 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете 4 по 100. Отметим победу Криштофа Милока на дистанции 200 метров баттерфляем. Результат 19-летнего венгерского пловца превзошел время 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса, показанное на чемпионате мира 2009 года. Лидирует в медальном зачете чемпионата сборная Китая. Команда России находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров представители Австралии. Прыгунья в высоту Мария Лосицкена стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомним, ассоциация каждую среду обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира. С 25 июля его будет возглавлять Лосицкена, победившая накануне на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах. Второе место занимает бегунья на 3000 метров с препятствиями Беатрис Чепкаич из Кении. На третьей позиции рейтинга расположилась бегунья из Нидерландов Сифан Хасан. 10-й районный турнир по мини-футболу среди фабрикантов в этом году собрал 4 команды. Выявление победителей и призеров проходило на протяжении 2 дней. В прошлом году кубок завоевали футболисты из Айхала. Тему продолжит Ирина Балкова. Последние слова напутствия, свисток судьи, и игра началась. Первыми на поле вышли команды Мирного и Айхала. По результатам игры сразу было ясно, что преимущество у сборной Мирного. Ребята сыгранные, позади не один десяток турниров, признаются сами игроки. Я думаю, что больше шансов у мирнинской команды. Почему? Потому что игроки занимаются очень серьезно этим делом. То есть и выступают, так скажем, довольно долго, часто и сыгранная команда. Ездят везде. Приезжаем уже сюда неоднократно, это, насколько я помню, уже 4-й раз. Очень приятно участвовать здесь в турнирах. Очень хорошие, приветливые ребята. Хорошо всегда нас встречают. Несмотря на то, что все команды настроены только на победу, хозяева поля отдавать кубок были не намерены. Ведь это 10-й юбилейный турнир, посвященный Дню алмаза-добытчика. Поэтому и планку футболисты 12-й задали высокую. Сегодня у нас 2 игры, завтра еще одна игра. Сегодня планируем одержать 2-ю победу к ряду, завтра тоже. Настрой боевой, все готовы. Во второй день команды 8-й и 14-й Айхальского ГОКа закончили игру со счетом 2-4 в пользу 14-й. А между футболистами 12-й Удачинского ГОКа и игроками 3-й из Мирного разгорелись нешуточные страсти. Силы были практически равные, да и счет говорит сам за себя. Ничья. 1-1. И все же по количеству набранных очков команда 12-й становится обладателем Кубка районного турнира по мини-футболу. На вторую позицию вышли мирнинцы, ну а почетное 3-е заняли футболисты 14-й Айхальского ГОКа. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы города Покровск выиграли матчевую встречу под хэквондо у сверстников из Китая. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир в формате стенка на стенку прошел в провинции Хэйлунцзян в городе Доду. Якутские тэквондисты выиграли встречу со счетом 22-17. Матчевая встреча прошла в рамках совместных тренировочных сборов. Добавим, что школа из Покровска и представители провинции Хэйлунцзян поддерживают дружеские отношения, благодаря чему подобные сборы проводятся 3-й год кряду. На сегодняшний день детско-юношеской спортивной школе Покровска занимается 514 юных спортсменов. Понятие «фитнес-центр» закрепят законодательно. Новый документ, определяющий права и обязанности спортивных учреждений, Госдума приняла в 3-м чтении. Согласно законопроекту, фитнес-центры будут готовить граждан к сдаче норм ГТО, проводить спортивные мероприятия, а инструкторов обяжут проходить профподготовку. В документе прописаны обязанности и права фитнес-центров и их объединений. Например, они должны будут обеспечивать безопасность граждан, которые там занимаются. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.